хотел слово первому президенту дать. И, вы знаете, да, честно скажу, что тот задел, который Михаил Ефимович создал, он сегодня держит республику на плаву. Поэтому нам надо дальше двигаться. И вот, Михаил Ефимович, огромное вам спасибо, что вы пришли. Андрей Владимирович, спасибо большое за добрые слова. Но я внимательно слежу за развитием нашей республики, постоянно общаюсь и с районами, и отдельными людьми. Нечего обижаться нам. Но обижаться надо в том отношении, что нам надо все же создать, сформировать окончательно рыночную экономику республики. Ее практически нету еще. Хотя о рынке мы вступили 30 лет тому назад. С каких элементов, сегментов состоит рыночная экономика? Каждый потом подумает и скажет, в моем районе это есть или нет эти сегменты, чтобы заработала рыночная экономика. Первое – это рынок труда, рынок услуг, рынок товаров и рынок финансов. За последнее время, последние 10-15 лет у нас идет сползание рынка труда в сферу обслуживания, в социальную сферу. Все меньше и меньше становятся люди, которые непосредственно работают на производстве, в сельском хозяйстве и других видах сельской промышленности и так далее. Вот Андрей Владимирович не случайно, человек опытный, прошедший производство, закаленный в многих сферах нашей экономики страны, он постоянно обращает внимание, я наблюдал, что трудиться надо, зарабатывать надо и так далее. Поэтому, дорогие друзья, вы сегодня-завтра 180 градусов не повернетесь, но со своим активом целенаправленно необходимо работать, чтобы у нас больше людей было в сфере труда, в сфере производства. Конечно, спортивные залы, школы, клубы и так далее надо, необходимо. Но крен-то у нас слишком 180 градусов повернули. Это недопустимо. Все же человек должен трудиться. Творец создал человека, чтобы создавал. Это не надо забывать. Это первое. Второе, на мой взгляд, вот в 90-х годах попытка была, чтобы в каждом селе, в каждом районном центре рынки создавать, чтобы население излишки приходили и продавали там. А потом все это позабыли. Сказали, что мы создали перерабатывающую сельскую промышленность, заготовительные и так далее. Чем они занимаются? Приемкой молока, большинство. Ну, некоторые там мясо. И больше все. Переработки нету, продажи нету. Вот поэтому говорим, мы все же заработные платы довольно большие получаем. Большие в целом. Но они не остаются у населения. А население закупает привозное все. Раньше, вы молодые, наверное, не знаете, раньше кассовые планы были. Сколько поступило денег на развитие района в виде заработной платы, она должна крутиться в течение этого, в этом районе. Вот почему бытовые комбинаты, промкомбинаты были, что первая необходимость удовлетворять население своим производством. А сегодня это все. Деньги пришли, деньги ушли. Когда мы богаты будем? Когда мы будем ощущать, что мы зарабатываем? Дальше. Все же Министерство финансов должен понять, и прежде всего Дарья Жандоров, вы слишком централизовались 10-15 лет
централизовали финансовые ресурсы в центре, в Якутске, в министерствах и ведомствах. Вот вы улусам даете еще мизерные дотации, субсидии, и все на этом. А все остальное идет через министерство. Министерство даже свои гранты начали устанавливать. Министерство должны этот сами диктуют, а не глава администрации улусов. Поэтому центр тяжести. Я всегда в 90-х годах министерство давало на финансовый ресурс только на содержание аппарата. Остальные все деньги шли на улусы. И вот мизерным, понимаете, мизерным бюджетом республики в 2000 году было у нас 31 миллиард республиканский бюджет. И содержали республику. Потому что все деньги шли на улусы. Сегодня вроде занятости занимается улусы, а деньги находятся, понимаете, в департаменте занятости. Они распределяют. Они трудоустройством вроде занимаются улусы, а деньги где-то находятся в Министерстве труда. Такие же структуры социальные, понимаете, политики, администрации в улусах имеются. Они без денег, просто тра-ля-ля. А с Якутска ничего не видно. Вот почему так развиваемся мы. Одни коммунизмом живут, другие, понимаете, в пещерном веке, как говорите. Поэтому вот то, что нынешнего года глава республики начал взять тренд, что все же надо дать финансовые ресурсы улусам. Им виднее. А контроль за Министерство финансов. Это другой вопрос. Поэтому тренд работы, вот Андрей Владимирович, я и по возрасту чуть старше, и, возможно, и по опыту, все же 2021 года тренд надо взять усиление влияния муниципальных образований. Только тогда пойдет развитие. Но требования увеличить, усилить требования, контроль усилить, это другой вопрос. Насколько я знаю, понимаете, 5-10 лет ни одна глава правительства не отчитывался. Правительство ежегодно отчет проводит перед муниципалитетами, перед населением республики. А ни одна глава, понимаете, насколько эффективно финансовые ресурсы используют, все добились. Почему демография у нас не поправляется, почему смертность в одном месте стоит, когда огромное вливание делают, почему бедность до предела уже достигла. Почему? Вот на этот вопрос глава должен нести ответственность и отвечать. Централизация в коммунальном хозяйстве. Я много вопросов, примеров не приведу. Вот Актемцев, в одном пятачке там 2 учебных заведения, наук и школа муниципальная. Один за котельной платит 2 миллиона, это котельная Академия наук, Малая Академия наук. А другая, там же рядом стоит котельная школа, платит за год 11 миллионов. Почему? А потому что Академия сами эксплуатирует. А школьная котельная передана, понимаете, Министерству коммунального хозяйства. Почему центральные улусы, которые, понимаете, легко доступные, и транспортная схема хорошая, почему должны централизоваться в Якутске? Почему муниципалитеты не работают? Почему они вот эти огромные расходы взяли бы и сэкономили бы? И так далее, и тому прочее. Поэтому это за Министерство финансов. Именно эффективное использование бюджетных средств и децентрализации финансовых ресурсов. У Министерства финансов нет направления стимулировать рост доходов. Муниципалитеты говорят, а зачем нам трудиться, когда вот что-нибудь прибавку получим мы от бюджета?
на будущий год срезают наш бюджет. Вот и все. Вот такое мнение глубоко сидит у глав администрации, потому что это деятельность, негодная деятельность Министерства финансов. Все сокращать. С одной стороны, мы говорим, муниципалитеты зарабатываете, с другой стороны, все отнимаем. То, что они заработали. Надо было все же, почему-то волнение началось, потому что люди понимают, в чем дело-то. Республиканский бюджет не увеличивается, это не уменьшается, а муниципалитетный бюджет уменьшается. Почему это? Надо было фиксировать, что достигли. И вот тот норматив, который вы вводите, с этого надо начинать, без урезания. Вот тогда правильно было бы, правильный подход. Там 200 тысяч урезали, там 2 миллиона урезали. Вот достигли, понимаете, экономики и наведения порядка. Зафиксируйте, вот прошлогодние, основы сделайте, а дальше по новой методике работайте. Министерство финансов все же надо более внимательно. Товарищ Жандоров, вы давно работаете, хотя не финансист по образованию. Но пора же ведь. То формирование бюджета. Вот я десятками лет одно и то же слышу, ваши подходы. И ежедневно так отчитываетесь. Ничего нового в вашем выступлении нет. И сегодня не было никакого выступления. Это новизны. Нового подхода. Именно прежде всего стимулировать за счет развития институтов развития. Создание офисов, понимаете, проектных офисов и так далее. В бюджетной сфере. Как 20-10 лет тому назад информируют, так и информируете. Ничего нового нету подхода вашего. Урезать, прибавлять, урезать, прибавлять. Сегодня новое поколение, вот руководители, грамотные ребята. Вот. Андрей Владимирович, вы правильно отмечаете, что есть ребята, которые умные ребята. Но они как-то затюканы, понимаете, не говорят, не открываются. А почему? А потому что все, постоянно давление сверху. Видите ли, нет? Один институт закончили, оба. Один ниже работает в муниципалитете, а другой, понимаете, в министерстве работает. И пользуясь этим служебным положением, вот все давится. Ты ничего не знаешь, я больше знаю. Такой подход неприменим. Понимаете, современной кадровой политики и современных подходов. Люди практически все с высшим образованием. И в муниципалитетах, и в районном звене, и сельском звене. Разбираются. Но вместе давайте учите. Вы выше стоите. Вы общение имеете Министерство финансов Российской Федерации. То, что они, какие подходы, давайте обучайте их, наших ребят, в нижнем звене. Вот тогда только работа будет. А если вы будете стоять как советские власти, понимаете, я выше стою и предлагаю то-то, то-то, проглотите ваше дело, и все. Такой подход неприменим. Поэтому я вот внимательно слушал, Андрей Владимирович, ваши замечания, реплики и так далее. Вот, огромная просьба навести в этом вопросе формирование новой рыночной экономики, свои новые подходы, свои новые видения, и вместе с командой глав администрации улусов внедряйте. У нас колоссальные возможности. Я должен сказать, вот эти годы, особенно прошлый год, вы сумели сохранить огромный экономический потенциал республики. Никто не разорился практически. Все компании на месте работают. Вот надо держать село сегодня. Село. Наше влияние больших компаний мизерное. Наше влияние должно быть вот сегодня усилено трехкратно в сельской местности. Увеличению работы муниципалитетов села. Новый облик села создавать.
Вот. А глава администрации все же двойной ответственности. Не только, понимаете, проведением ИСЭХов, олимпиад, соревнований, понимаете, заниматься круглый год. А все же прежде всего трудом. Народ Саха испокон веков выжил в труднейшие условия только своим трудом. Только своим трудом. Вот я пожелаю успеха, Андрей Владимирович, прежде всего вам. Вот. Вы с активом уже познакомились. Вот. Ребята, поколение, новое поколение плохое по сравнению с другими регионами нисколько не отстают во всем подходе к решению проблем. Поэтому у вас получится. Удачи. Спасибо. Я хотел бы обратить внимание и рассказать несколько штрихов, будучи президентом республики, как я, по крайней мере, пытался решать эту проблему. И наблюдал, на что реагирует больше населения, на какие меры, которые мы принимаем. И все же наиболее эффективным принято в то время мер, я считаю, это выделение беспроцентного кредита жителям республики. 90-е годы, тяжелейшие годы, люди годами зарплаты не получали, но понимая, что эти годы пройдут, а если мы не решим вопросы демографии, не с кем будет работать дальше. В чем заключается беспроцентный кредит? Это мы с своего бюджета выдавали людям кредит без процента, а погашали его рождением ребенка. За первого ребенка мы списывали 25%, за второго 25%, а третьего полностью списывали этот кредит, бюджетный кредит. И люди очень активно подключались, и многие жилье строили своими собственными силами, вместе с родными, вместе с друзьями и так далее. За это время, за 10 лет, мы построили 5,5 миллиона квадратных метров и заняли Российской Федерации первое место по вводу жилья. А сегодня при такой помощи государства и материнского капитала, и льготного кредитования, выделение суды и так далее, республика строит только 500 тысяч квадратных метров. Есть разница? Конечно, есть. И поэтому надо общим усилием подумать, что беспроцентный материнский капитал, это что значит? Ну, это 3-4 метра квадратных метра. У нас стоимость порядка 120 тысяч квадратных метров стоит сегодня. Ну вот разделите так на 500-600 тысяч рублей, вы получите 5-6 квадратных метров. Разве это помощь? Потом мы на всю страну говорим, что вот мы помогаем, понимаете, и через материнский капитал, чтобы люди строили. Это идет унисон, то, что недавно президент страны поставил задачу, сколько миллиардов квадратных метров ввести. Могу предположить, что 1 триллион. 1 триллион. Потому что в России строится примерно чуть больше 100 миллионов в год. Да. 1 триллион квадратных метров.
Это самый как раз все ресурсы надо мобилизовать на строительство жилья, чтобы закрепить людей, чтобы обустроить их. Следующее, чтобы люди не волновались в те тяжелые времена, мы открыли специальный банк, назвали его «Банк знания», и положили на каждого учащегося сельской школы, а их было 87 тысяч, 8 миллиардов 700 тысяч сберкнижки с 1 класса по 11 класс. И родители чувствовали, что поддержка есть. Когда окончит школу, накопится, нарастет, и он свободно поехал бы учиться. Это вторая очень эффективная мера была. Мы изучали, мониторинг проводили, как реагирует наше население на те или иные моменты. А сегодня какое-то непонятное субсидии, суды и так далее, кредиты. Абсолютно. Вроде смотришь, много их, оказывается, помощь. Даже детское пособие не все получают. Как это так? Если чуть маломальской зажиточной семье родился ребенок, у него прожиточный минимум больше, он не получает. Почему такая дискриминация? Ребенок-то родился, положено. Надо всем выдавать. И последнее. Уважаемые друзья, исходя из своего опыта, я должен сказать, все же за это в масштабе республики, субъекта кто-то должен отвечать. Поэтому я предложил бы всем создать при главе республики, при главе края и так далее комитет по делам женщин, материнства. Вот я наблюдаю, сейчас идет десятилетие детства. Кто занимается этой проблемой? Дед вспоминает, что есть десятилетие детства. У нас координационным центром кто руководит? Татьяна Алексеевна Голикова возглавляет Координационный совет. Так. А республика кто? Так? Да вы по делам молодежи дали. По делам молодежи. Вместе с Минтрудом. Так? Очень все четко. Это абсолютно негодная практика. Их самих надо воспитывать. Они видят по-другому, Михаил Ефимович. Поэтому, если мы не создадим при главе эту мощную структуру, которая пользуется авторитетом, кто у нас пользуется авторитетом? Не зам председателя, а, наверное, глава. Так ведь? И организационные, финансовые вопросы решает глава. Поэтому этот орган должен быть при главе. Вот тогда, если через 3-4 года мы вернемся, посмотрим, картина все же несколько изменится. Большое спасибо. Не обижайтесь, если, возможно, вот наши коллеги из центра, они народ обидчивый обычно. Так. Но мне все же позволено, имея опыт работы, в виде помощи вам, советам. Все же в таких совещаниях надо ставить вопросы не с точки зрения, что мы решили,
которое эффекта не дало, а что следовало бы решать. Вот так надо вопрос ставить. А то, что вот существующие льготы и так далее, все знаем мы, все болеем, переживаем, говорим мало. Поэтому вы вот раз сюда приехали, мы хотели бы услышать ваше мнение, ваши соображения, ваши философии, так, в отношении данной проблемы. Как хотелось бы решать? Вот так бы ставили. Мы не могли, мы не обижались бы на вас, не сказали бы, что он приехал и обещал то-то, а потом не сделал. Нет, мы понимаем ваше положение. Но когда с народом вы разговариваете, все же говорите о больных вопросах, которые еще не сделаны, которые хотелось бы, и как ваш партнер рассматривает данную проблему. Спасибо, друзья. Михаил Ефимович, спасибо вам за мудрость поколений. И я думаю, что те предложения, уверен, которые вы озвучили, они должны стать частью резолюции 7-й конференции. Особенно, последнее предложение, касающееся советов. При президенте Российской Федерации создан и работает уже несколько лет Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. 27 июня будет очередное заседание Совета, посвященное духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Я считаю, что это, конечно, очень важная структура, которая напрямую доносит главе государства о тех проблемах, которые существуют. И ваше предложение создать подобный совет, не говорю, что именно такой при главах руководителей, мне кажется, что это абсолютно правильное предложение, которое позволит работать в всех координациях. Вот у нас еще Марат Маратович хочет, по-моему, сказать. Да, первое, я хотел поправиться, не 1 триллион, а 1 миллиард. Все-таки, да, финансисту вредно так ошибаться, да, 1 миллиард квадратных метров. Я хотел, Михаил Ефимович, во-первых, поблагодарить вам за те предложения, проблемы, которые вы озвучили, и даже хотел вас уверить, что половина из этих предложений уже решены. Во-первых, у Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики 3 офиса. И у меня только 20 сотрудников, которые работают постоянно и проживают в Хабаровске. Это Хабаровский офис, есть офис во Владивостоке, есть офис на Камчатке. Речь шла о том, чтобы вас переселить. Да, вот, я готов, как партия решит. Вот, комсомол ответит, как говорится, готов. И вот, омолаживание, конечно, и то, что делается большая работа там в рамках СРОС молодежи, вы знаете, что сейчас образована, точнее, вот новый виток жизни, подкомиссия Госсовета по молодежной политике, они решают очень большие задачи. И будем надеяться, что совместными усилиями, конечно, эту задачу решим. И вот последнее по поводу бюджетного кредита на физических лиц. Я проработал 18 лет в Министерстве финансов, и эту, так скажем, практику знаю не понаслышке. Вот. И сейчас та ипотека, те возможности, которые есть, это по сути тот же бюджетный кредит, только более выгодный. Потому что сейчас на самом деле мы говорим 2%, но это предельная ставка. И на самом деле ВТБ, например, они в ряде случаев дают ставку 0,5%. То есть это практически тот же беспроцентный кредит. Но безусловно, в ряде случаев, может быть, даже и беспроцентный кредит не нужен, а нужно предоставлять это жилье многодетным семьям, возможно, каким-то отдельным категориям, врачам, учителям, тем, в которых государство заинтересовано. И вот эту советскую практику, конечно, многие регионы с учетом тех возможностей, которых у них есть, они перенимают. И, конечно, дай бог, если вот я еще отвечаю за вопросы финансов, когда мы увидим бюджетную обеспеченность высшей единицы регионов, я уверен, многие планы, многие мечты, они станут реальностью. А пока, конечно, пытаемся максимально все ресурсы использовать продуктивность. Но я просто хотел вас уверить, что половину из тех задач, которые вы ставите, они уже решены. Мы всегда сравнили эффективность принимаемых. Микрофон. Вроде даем мы, а где
Детей-то? Детей-то нету. Вот всегда надо исходить. Согласен. Личным примером, да. А что мне лапшу вешаете-то? Ну, Так не годится. Михаил Ефимович, мне кажется, мы должны прежде всего испытывать уважение к старшим. Это мое искреннее чувство. И прислушиваться. Потому что все-таки вы, как мудрый человек, сейчас говорили абсолютно мудрые вещи, которые мы должны воспринимать и понимать. И принимать в работу. Это, если мы будем так двигаться, в таком, например, может, я там беру лишнее как модератор, я думаю, что если мы будем это воспринимать именно правильно, я думаю, что от многих ошибок мы избавимся в будущем. Потому что многие вещи управленческого опыта, знаний, общественных, и все-таки те, кто прошел такой опыт, как вы, опыт 30-летней истории, последней истории и до этого истории, тут, конечно же, вы видите это совершенно с другой высоты управленческого опыта и мудрости ваших лет, мудрости поколений, я об этом сказал. Поэтому, мне кажется, здесь мы вне дискуссии должны быть. И я хочу поблагодарить вас за те мудрые слова, за те напутствия, которые вы нам сказали. Это такие предложения, но я думаю, что у вас есть что сказать гораздо больше для нас. И за те инициативы, которые вы проводите. Одна из них, например, фонд «Будущее поколения», она записана в концепцию демографической политики Дальнего Востока, а фактически она взята как идея, которая реализована в Республике Саха-Якутия. Благодаря ей построено много объектов социальной инфраструктуры, и многие вещи мы можем видеть положительно. Мы вчера смотрели, я лично посещал вашу Академию дошкольного образования. Вы сохранили дошкольное образование в том виде, более того, приумножили. Это видно, а это ведь по большому счету инвестиции в будущее поколение. Поэтому мне кажется, что мы находимся сейчас, прослушав вашу речь, вне дискуссии, а скорее всего мы находимся мы как раз в процессе воспринятия ваших предложений, как наставлений, как мудрых идей, и они, конечно же, войдут и в резолюцию только как часть письменная для того. А так мы внутренне должны воспринимать все, что вы говорите, с чувством благодарности. Огромное вам спасибо. И я как модератор должен идти очень быстро, но видите, мы не можем быстро идти. Сейчас буквально объявляется короткое 5-минутное интервью. Я думаю, что... Слово предоставляется первому президенту Республики Саха-Якутия, государственному советнику Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву. Уважаемый высокий съезд, уважаемый президент Сергеевич, уважаемый Владимир Викторович, дорогие друзья, во-первых, я искренне поздравляю всех награжденных, получивших высокое звание заслуженного работника, другие награды нашей республики. Это большое дело, когда на съезде вас встречают, итоги вашей работы дают высокую оценку. Я думаю, все мы разделяем эту награду. И давайте еще раз мы поздравим наших награжденных. Завершается целая неделя. Неделя муниципалитетов. Многочисленные круглые столы, дискуссии, секции, панели и так далее в разных формах. Мы практически все были участниками
и свои взгляды, свои видения на этих мероприятиях высказались. Я полностью поддерживаю выступление Алексея Сергеевича, который крупными мазками отметил наиболее болевые точки, которые надо сконцентрировать внимание после нашего съезда. Но по праву старшинства я хотел бы пожелать вот на какие еще вопросы. Первое и главное, все наши помыслы реализуются людьми. А в этом вопросе ведущая роль на всех уровнях играет руководитель. Поэтому нам надо всячески укреплять исполнительскую дисциплину и повысить эффективность управленческой деятельности. Я не буду расшифровать, потому что это истина всем знакома. Вы все знаете, но бывают сбои, которые имеют последствия выполнения нашей мечты. Поэтому, как никогда сегодня, стоит на первом плане строгая исполнительная дисциплина, эффективность управленческой работы. Второе. Сила любой власти, будь это муниципальной, публичной власти, будь это государственной власти, это сплоченности людей. На всех уровнях должна быть единая команда. Эта команда создается снизу, на уровне муниципалитетов. Когда мы сплочены, любые трудности мы преодолеваем. Наглядно показывает вся история нашей республики, нашего народа. И не случайно у нашего народа есть хорошая поговорка: сила народа равно силе стихии. Народ плюга, камель плюга. Вот эта заповедь нашего старшего поколения сегодня как никогда требуется. И вот почему. Вы, новое поколение управленческие кадры, переводите страну, Россию, республику нашу совершенно на новую плоскость. Экономика переводится на цифровую. Появляются IT-технологии, IT-индустрии. Закладывается уже основа умных городов, умных сел, умных производств и так далее. Это ранее невиданное. И мое поколение, и поколение ваших отцов вообще представления не имели, что это значит. Даже в лексиконе таких слов-то не было. А вы, сегодняшнее поколение управленцев, переводите наш народ, нашу экономику совершенно на другую плоскость. Говорят, что каменный век кончился не из-за того, что камни закончились на земле, а пришла новая технология, которая поднимала человечество на совершенно иную ступень своего развития. Вот так же пришла новая формация, которая требует исключительной компетентности, ума и знания. Если раньше говорили, лишь была сила, а ума не надо,
А сегодня наоборот. Сегодня сила ума двигает нашу жизнь вперед, внедряя новые технологии и создавая новые технологии. Руководство республики сегодня ставит совершенно иные задачи. Изданы основополагающие указы. Вот эти указы в контексте национальных проектов нашей страны накладывают особый смысл, особую философию. Это говорит о том, что Россия, республика созрели перейти на новую ступень своего развития. И они должны быть в числе лидеров не только региона, но и мира. Не случайно глава нашей республики Алексей Сергеевич указы назвал стратегические, обеспечивающие лидерство по многим позициям в Российской Федерации. Будь это образование, будь это здравоохранение, будь это новые IT-индустрии, технологии и так далее. Поэтому, товарищи, перед вами стоят очень не только ответственные, а сверхответственные. И это накладывается в связи с подготовкой нашей республики к столетию образования. И каждое село, каждый город, каждая семья именно должны иметь свои конкретные планы, порадовать наш народ, нашу республику, порадовать и Россию, что, находясь далеко от центра, мы действительно решили отказаться от прошлого понятия провинция, глубинка и так далее, а мы часть цивилизованного российского общества. В этом поприще я желаю вам успеха. Спасибо. В год консолидации Якутии в городе Якутске состоялся 8-й съезд Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия, Ассоциации муниципального сотрудничества. В течение недели в рамках съезда в Якутске проведены различные мероприятия с участием членов правительства Якутии и главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева. Мультимедийные презентации лучших муниципальных практик, дни открытых дверей, семинар, тренинги, панельные дискуссии, заседания Совета по местному самоуправлению при главе республики, диалоговая площадка «Правительственный час» и другие. Да, я вот с понедельника посещаю различные секции, круглые столы, дебаты. Я должен сказать, что в мозгах людей, руководителей, все же какой-то сдвиг происходит. В каком смысле? Во-первых, постановка вопроса. Не общие слова, а конкретные. Конкретное – это указы, конкретно это национальные проекты. Когда конкретика есть, мобилизовать народ лучше. Так. Самое главное муниципалитетам, это они работали как единая команда. Не случайно у якутского народа есть пословица «Народ кюге, камер кюге». Сила народа в силе природы. Вот. Если объединяются они, как одна команда действует, любые преграды. Это неоднократно в своей жизни народ республики доказал. Особенно под 90-е годы. Второе. Все же кадры должны учиться. Кадры не только специальность должны иметь, а должны быть компетентны. Вот компетенции
многих людей не хватает. Потому что сегодняшняя постановка вопроса во всех плоскостях требует компетенции. Быть компетентным в том или ином вопросе. Ну и последнее, я думаю, сегодня поставлены руководством республики, главой республики Алексеем Сергеевичем очень амбициозные задачи. Быть лидером многих вопросов России. Так? Это его и предвыборная вот была, послевыборная, она реализуется в указах его. Подумайте сами, находясь в таких труднейших климатических условиях, удаленности от центра, отсутствием хорошей инфраструктуры, поставить эту задачу, быть в лидерстве по ряду позиций, будь это образование, будь это здравоохранение, будь это продолжительность жизни, будь это демография и так далее, это сложная задача. Нам очень серьезно надо поработать, потому что мы сегодня не ахти первых рядах по этим направлениям. Я желаю всем жителям нашей республики во главе с муниципалитетами, во главе руководством республики не на словах, а на деле быть сплоченными и работать над реализацией национальных проектов, которые ставятся сегодня во всей России.